Еўрарадыё.фм. Усіх прывітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», я Маша Колеснікова. Сёння моя гостя, маладая беларуская спявачка Ди Джаза і новы сінгл, калядны падарунак, які называецца «Растворяться звезды». Слухаем. Растворятся звезды в твоей пустоте, и быть с тобой непросто, и невозможно. Растворятся звезды в твоей пустоте, и быть с тобой непросто, и невозможно. Я взлетаю выше пустоты, ты не слышишь этот бит внутри. Я не хочу обманывать себя, этот бит внутри тебя. Я взлетаю выше пустоты, ты не слышишь этот бит внутри. Я не хочу обманывать себя, этот бит внутри тебя. В твоей пустоте, и невозможно. В твоей пустоте, и невозможно. Ты моя радость, я твоя слабость, слабость. 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 Растворятся звезды в твоей пустоте, и быть с тобой непросто, и невозможно. Растворятся звезды в твоей пустоте, и быть с тобой непросто, и невозможно. Такого вы не чулі. Спявачка Ди Джаза сёння прадставіла свой новы сінгл «Растворяться звезды». Боже, я прошу прабачэння, нешта мне з літарай «Р» і са словамі на літару «Р». Сёння, калі ласка, сідайце. Пад псеўданімам Ди Джаза хаваецца спявачка Дар'я Ксенафонтова. Прывітанне, Дар'я. Привитание. Як увогуле асвяткавалі каляды? На самом деле очень хорошо, в работе. Сейчас как раз пора новогодних корпоративов, поэтому, да, поэтому в работе. Корпоративы якім чынам граеце? Свой матэрыял? И свой, и
каверы, потому что, ну, люди хотят послушать что-то лаунж, что-то можно и свое, то есть и мои песни тоже заказывают. Но в основном, конечно, кавера, потому что у меня песен не так много, но ничего, есть куда расти. Ну, я вось чытала, што вы адносіце сябе да ліку маладога пакалення, якое лічыць, што беларуская музыка можа быць не горшай, чым амерыканская і заходняя. І вось якім чынам вы гэта дасягаеце? Ну, пишу песни. Хочется добиться нового звучания, да, найти то, что понравится многим, и то, что слушают в Украине, в России, потому что там музыка, к сожалению, намного более развита, чем у нас, поэтому все берем из головы, какие-то новаторские идеи, очень много экспериментируем. Я пишу песни сама, и музыку, и слова, и, конечно, мне в аранжировке мои друзья мне помогают. Вот, но найти вот это вот новое звучание именно белорусской музыки очень хочется, и вот мы как бы методом проб и ошибок ищем этот звук для того, чтобы пробиться, можно сказать, на другой рынок. На які прынамсі? Ну, СНГ, почему нет? Нет, ну, конечно, хочется попасть в Европу, и чтобы там услышали нашу музыку, и чтобы там сказали, вот в Беларуси есть классная музыка, и мы являемся фанатами этой музыки, поэтому вот хочется этого добиться. На што вы робіце стаўку вось у сваёй музыцы, там, на мелодыку, на рытміку, на тэксты? Все вместе, да, то есть если послушать мои песни, там необычный текст, то есть текст, он очень замысловатый, в каждой строчке что-то вложено. Конечно, человек будет читать и немного не понимать, что она хотела в этом, ну, донести, но если углубленно это прочесть, то можно увидеть намного больше. А в плане музыки я больше, наверное, хочу найти в каждой песне, ну, и вложить душу. То есть, чтобы человек, когда слушал, он попадал в атмосферу этой песни. Конечно, в каждой песне разная атмосфера, разный смысл, разная подача, и это еще подкрепляется вокалом, разными элементами вокальными, да. Также я ищу новое звучание голоса, то есть экспериментируем, грубо говоря. Окей, а ёсць у вас нейкія такія вось музычныя арыентыры? Вы ведаеце, што мусіць быць вось прыкладна вось так? Вы имеете в виду именно жанры или артисты, воканауцы, да? Мне очень нравится российская певица Манижа. Если брать из белорусских, то я очень люблю Полину Республику, мне очень нравится ее голос, мне очень нравится, что она несет, какую она музыку пишет, потому что она это делает сама, это великолепно. Из украинских, конечно, мне нравится очень Дорн, я его обожаю, потому что он, конечно, очень тоже экспериментирует, ищет новое звучание и пишет и на английском, и на украинском, и на русском, и мне бы хотелось сделать то же самое. Дорн — это такая музыка будучыні, насамрэч. Да, ну вот хочется. Ну, то есть ты, когда его слушаешь, ты сам себя подталкиваешь. Если ты музыкант, ты уже сам начинаешь мыслить и думать, а как же вот подумать, как он, и сделать это, применить в своей музыке. Это очень здорово, что есть такие артисты, которые подталкивают, потому что их становится все меньше и меньше, и единицы. Очень люблю Антона Беляева, он великолепную музыку пишет. Великолепную. Сёлета Тузін FM вас лічыў адкрыццём года, так? Ну, ў сэнсе, вы былі сярод тых... Да, была. Ось, як вы аднесліся да таго, што патрапілі вось у лік номінантаў? Честно, я не подозревала никак, что это произойдет, но это произошло, и значит, я пишу не просто так, значит, я пишу не в пустоту, значит, кто-то нашел в этом себя, нашел мой отклик, вот, и если они так решили, значит, это так должно и быть, и это правильно. Я нагадаю, што госць сённяшняй музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі» спявачка Ди-Джаза, ўсё ж. Ага. Дар'я Ксенафонтова, дарэчы, вось не зразумела, што будзе ў гэтым годзе з Еўрабачаннем у Беларусі, так? Магчыма, будзе нейкі артыст прызначаны, а магчыма, будзе, як заўсёды, адборачны тур. Вось ці не было ў вас у думках такога вось паспрабаваць сябе і ў гэтым рэчышчы? Я проходила отбор в том году с белорусской песней.
Вот. В этом году не думала, потому что как-то из-за детского Евровидения все это как-то смешалось, и непонятно, когда будет отбор, куда идти, зачем, почему. Вот. Но я бы хотела, но пока еще я подумаю. Ну, то есть, с какой песней я бы хотела. Потому что в том году я шла с белорусской песней на белорусском языке. И я думала, что получится. Но нет, к сожалению. А увогуле, якая музыка мусіць выигрываць на Еўрабачанні ад Беларусі, як вы лічыце? Такие, как Нави. Потому что я их безумно люблю их музыку. Мне кажется, неважно, какой будет стиль, мне важно сам посыл артиста, чтобы он был искренним. Чтобы он понимал, что он несет, и он был искренним. Все, больше ничего не нужно. Будзе нейкім чынам вось ваша песня, якую вы сёння прадстаўляцца на канцэрце, дзе можна будзе паслухаць? Пока на концерте нет, потому что мы готовим клип. Скоро выйдет клип На гэтую песню? на эту песню. «Растворятся звезды». Да, «Растворятся звезды». Вовочка. И он снимал, я немножко маленький секретик расскажу, он снимался на стадионе «Динамо». Оу. Да, то есть его как раз, отреставрировали, вот, и слава богу, нам разрешили туда попасть. Ну так. И мы, да, там снимали клип с танцорами, все будет классно. Класна, цікава. Мы ўжо мусім заканчваць нашу размову. І нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння спявачка Ди Джаза прадставіла свой новы сінгл «Растворятся звезды». Яго можна будзе паслухаць і ў нашых сацыяльных сетках, і ў сацыяльных сетках спявачкі. Да, так, все правильно. Круто. Дзякуй вялікі, што Спасибо. завіталі. Шчасліва.